Сегодня мы расскажем вам о Muro Naturale, продукте на основе извести, имеющем 169 различных оттенков. Он абсолютно гладкий и приятный на ощупь и содержит мика – минерал, придающий продукту натуральный вид. Как обычно, мы начнем с нанесения примус. Создать цвет очень легко. Для этого мы берем выбранный цвет и создаем его с помощью наших добавок. Пока примус находится в сухом состоянии, оставим продукт на некоторое время и продолжим нанесение. Нанеся его на участок в несколько метров, мы можем устранить любые шероховатости и изъяны, выполняя движение шпателем в противоположном направлении. Итак, мы нанесли продукт на всю стену, и он еще не очень влажный. Когда он станет матового цвета, его нужно будет разгладить. Мы покажем вам, как это сделать. Через 1,5–2 часа мы увидим, что в некоторых участках продукт выглядит светлее. Нам нужно уплотнить его в этих участках, а также сделать стену гладкой, неровной, неоднородного цвета. Короче говоря, придать ей естественный вид. Liscio, non uniforme, leggermente macchiato, insomma, un muro naturale. Вода, которую мы распыляем, используется для размягчения продукта и позволяет равномерно разгладить его. Маленькие точки, которые мы видим, это точки мика, которые можно распределить при уплотнении. Поэтому их следует разгладить там, где находится метка. Occupiamoci di lisciarlo lì dove ha lasciato un segno. Стена начинает высыхать. Мы видим более светлые участки. Они все еще влажные. Пора одеть нашу перчатку и начать полировать. Lasceremo per ultime. È il momento di prendere il nostro guanto e lucidare. Questo prodotto si lucida con il nostro guanto. Vediamo, Andrea. Очень легко. Стена фактически закончена, и мы можем оставить ее в таком виде, если хотим, чтобы она была матового цвета. Если же мы хотим, чтобы она была глянцевой, это можно сделать. Однако, прежде всего, нам нужно провести линии. Андреа покажет, как легко это сделать. Линии готовы, а я хочу обратить ваше внимание на крупинки микопорошка, которые начинают проступать, придавая стене естественный вид. Стена высыхает, приобретая окончательный вид. Этот цвет, который мы видим, еще не окончательный. Если мы хотим сделать стену более гладкой и глянцевой, воспользуемся для этого шпателем. Possiamo passare con la spatola e lisciare ulteriormente. Подсказка для истинных знатоков.
Это тот момент, когда шпатель издает правильный звук. Дайте мне услышать этот звук. È musica, questa è la musica della spatola quando il prodotto è veramente liscio. Это музыка. Это музыка, создаваемая шпателем, когда продукт действительно стал гладким. 2 часа спустя он однородный и полностью сухой. Поверхность очень гладкая и приятная на ощупь. Muro Naturalia с этими изумительными бликами и искорками света. Dentro questi bagliori, questi cenni di luce. Теперь посмотрим, какие покрытия мы можем использовать. Разделим стену на 4 части, чтобы сравнить 4 разных покрытия. Vediamo le 4 diverse possibilità. Итак, оставляем ее в естественном виде. Vediamo le sue prestazioni. Начнем с Savon Doux. Нанесем губкой этот абсолютно натуральный продукт и марсельское мыло. Мы используем небольшое количество этого продукта, который обеспечивает полностью прозрачное и немного блестящее покрытие, которое, прежде всего, очень приятное на ощупь. Questo dà una copertura, un riempimento totalmente trasparente, una leggera lucidità, ma soprattutto è piacevolissima al tatto. Muro Naturalia впитывает количество мыла, необходимого для защиты от царапин, грязи или воды. Che serve proprio da barriera a eventuali macchie o sporcizia o un po' d'acqua che dovesse andargli sopra. Аромат удивительной чистоты. Эта процедура выполняется, когда мыло сухое, и не только придает стене более глянцевый вид, но и обеспечивает отличную водоотталкиваемость. Другим возможным покрытием является Cera del Vecchio, в состав которого входят натуральные компоненты. Оно обеспечивает более глянцевый вид и более высокую степень защиты. Посмотрим, что делает Андреа. Мы всегда используем совсем немного продукта, поскольку он очень хорошо впитывается. Еще одно абсолютно натуральное покрытие, Cera, характеризуется более высокой степенью водоотталкиваемости и придает более глянцевый вид. Если вам требуется надежное влагозащитное покрытие для ванной или кухни, можно использовать Vetro. Для нанесения первого слоя 2 части Vetro разводят в 8 частях воды, поскольку этот продукт отлично впитывается. 2 parti di vetro, la prima mano, perché essendo un prodotto molto assorbente gli diamo una preparazione. Вот продукт полностью впитался и выполняет функцию защитного слоя для последующего нанесения Vetro. Теперь мы можем нанести покрытие из неразведенного в воде Vetro и увидеть конечный результат. Мы видим, что оно больше не впитывается благодаря наличию изолирующего слоя. Таким образом, мы наносим Vetro на Muro Naturalia только тогда, когда это действительно необходимо. Vetro представляет собой прозрачную смолу, что обуславливает полную водонепроницаемость. Garanzie di totale resistenza ad acqua e a qualsiasi altro agente. Натуральный продукт Cera
состоящий из пчелиного воска, смешанного с мылом, характеризуется очень хорошей водоотталкивающей способностью. Однако, как мы видим, он немного впитывается. Поэтому его не рекомендуется использовать в качестве покрытия для душевой кабины. Есть еще Savon Doux, также натуральный продукт, который еще сильнее впитывается и характеризуется незначительным глянцем. Ma abbiamo un pochino di lucidità in meno, quindi la variabile è in questo senso. И, наконец, у нас есть Muro Naturalia. Вот она. Увлажняя ее, мы видим полное впитывание благодаря пористой структуре продукта, что обеспечивает максимальную гарантию естественности. Completamente. Questo dà la garanzia della naturalità. Итак, у нас есть этот продукт Muro Naturalia, который по-разному себя проявляет в зависимости от покрытия, которое мы хотим на него нанести. Желаем всем отличного Muro Naturalia!